Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Чемпионский поединок Шавката Рахмонова, реванш Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. И с кем договорился подраться Конор Макгрегор? Обо всем этом буквально через несколько минут. Всем привет, это Наизада Ньюс, новости контактных видов спорта. Врывается выпуск в статусе героя любимчик всея Казахстана, непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов. Ох, как же давно мы ждали эту новость. Наконец-то Намат подерется за звание чемпиона. Об этом нам всем сообщил никто иной, как сам мистер Дана Уайт. 7 декабря. Лас-Вегас. Мейн-ивент. Действующий чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад будет защищать пояс против нашего Шавката. И сразу посыпались комментарии со стороны болельщиков. И судя по моим наблюдениям, огромные ставки именно на победу Шавката. Даже Илья Тапурия черканул в сети X, что фаворит именно Намат. Илья считает, что Белал фейковый чемпион и что Рахмонов побьет его. Правда, далее он пророчит, что вернется Усман и снова заполучит свою прелесть, то есть пояс. И, естественно, эти высказывания пришлись Белалу не по душе. И он, в свою очередь, киданул, пару колкостей в адрес Тапури. Ну что думаете, друзья? Кто, по-вашему, фаворит? Шавкат или Белал? И реально ли, что Усман отберет пояс у Шавката? В случае его победы. Пишите! Думаю, сейчас самое время узнать, что там по рейтингам и с какими итогами завершились турниры на прошедших выходных. Ну, Диса, вещай! За окном уже прохладно, а на душе тепло, ведь с вами свежий выпуск Наизада Ньюс. С вами Диса, всем привет, я готов вещать, погнали! В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера американец Брэндон Ройвелл одолел японца Тацуро Тайру раздельным решением судей. После боя он попросил у руководства еще одну попытку подраться за титул. По итогам боя изменений в рейтинге наилегчайшего дивизиона не произошло. Брэндон остался на первом, а Тацуро на 5-м месте. Ну а в соглавном событии турнира Джун Йон Парк из Южной Кореи победил американца Брэда Тавареса раздельным решением судей. Но в рейтингах этих бойцов нет, поэтому, естественно, изменений в среднем дивизионе также не произошло. Ну а зато есть изменения в рейтинге легкого веса. Рафаэль Дос Аньос спустился на одну позицию и теперь делит 14 место с Пэдди Пимблетом, а Джалин Тернер поднялся на одну строчку и расположился на 13 месте. Ну и как уже сказала моя коллега Алена, главной новостью недели является анонс чемпионского боя нашего земляка Шавката Рахмонова. Эта новость вызвала максимальные эмоции у всего Казахстана. Ну а спонсор наших спортивных эмоций — 1xBet. Параллельно с турниром UFC в Саудовской Аравии прошел вечер профессионального бокса. В главном бою вечера произошла долгожданная схватка Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола. По итогам 12 раундов решением большинства судей победу одержал Артур. Таким образом, Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и впервые за профессиональную карьеру прошел всю дистанцию поединка. Для Бивола этот поединок также стал новым опытом. Это первое его поражение в профессиональной карьере. Результат поединка вызвал очень много споров. Кто-то считает, что Бивола ограбили, а кто-то говорит, что все прошло справедливо. Друзья, пишите обязательно в комментарии, как считаете вы. Команда Дмитрия заявила, что подаст протест на результат поединка. Мы собираемся подать протест. Мы знаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья должен нести хоть какую-то ответственность за то, что он сделал. Потому что они делают, становится очень разрушительным для спорта, сказал менеджер Бивола Вадим Корнилов. На этом пока все, ну а дальше продолжит моя коллега, всеми любимая Алена. Спасибо, Диас. Да, поединок Бивол-Бетербиев поднял, так сказать, на уши всех болельщиков бокса. Пока победитель купается в свете софитов и славы, проигравший уходит в тень горечи и боли. Дмитрию, кажется, многое придется принять и переосмыслить. Первый проигрыш в карьере, непрекращающиеся нападки бывшей супруги, которая, кстати, так эмоционально отреагировала на его проигрыш, что даже болельщики Бетербиева посочувствовали Дмитрию. Александр Емельяненко хочет вновь замахаться с Вячеславом Дациком. Он отметил, что этот реванш ждут многие.
России. Правда, физическое состояние Дацика сейчас не в лучшей форме, так как спортсмен перестал тренироваться. Последняя их встреча завершилась победой Дацика, который на 12-й секунде первого раунда смог с легкостью одолеть Александра. Так действительно ли интересен этот реванш? Потому что народ списывает Емельяненко со счетов. Мол, он кому угодно проигрывает. Ну, пишите ваше мнение, что думаете об этих спортсменах и возможном этом реванше. Сможет ли эта встреча вызвать эмоции? А спонсор спортивных эмоций 1xBet. Назым Кзайбай стала капитаном команды женской сборной по боксу. Об этом с нами поделилась Федерация бокса Казахстана. Избрали ее сами девушки, то есть однокомандницы. Назым приняла новый статус с большой честью и ответственностью. Спортсменка отмечает, что капитан должен быть лидером сборной не только на словах, но и на деле. И самое главное, говорит, следовать указаниям тренеров и хорошо готовиться и сохранять дисциплину. Сейчас команда активно готовится к чемпионату Азии, который пройдет буквально скоро, с 30 ноября по 11 декабря. Что ж, желаем и команде, и новоиспеченному капитану успешных выступлений и ярких спортивных эмоций, которые, к слову, дает 1xBet. Боец ММА Дэн Хукер заявил, что поговорил с Конором Макгрегором и договорился о бое. По его словам, осталось только попросить UFC организовать этот бой. Но что-то я сомневаюсь, что он действительно состоится. Вообще, с кем только Конор не планировал поединок. И Флода Мейвезера вызывал, и Артура Битербиева звал помахаться в кулачки. А на днях решил еще и по Белалу Мухаммаду проехаться. Мол, говорит, этот бомж с нулевым нокдауном в резюме. Если бы была номинация «Вызываю на бой, но не выхожу», то Макгрегор бы был ее обладателем. Что думаете по этому всему? Делитесь мыслями в комментариях. 58 тысяч человек. Именно столько промоушен «Октагон» собрал на футбольном стадионе во Франкфурте. По словам Лиги, они побили мировой рекорд посещаемости для турниров по ММА. И кажется, так и есть. На вопрос, как идет подготовка Шавката к титульному бою и готов ли на мат встречи с действующим чемпионом, рассказал нам директор клуба «Дартим» Бауыржан Уталиев. Специально для Найзадай Ньюс. Здравствуйте всем. Хочется ответить на часто задаваемый вопрос, как проходит подготовка Шавката к предстоящему бою. Эта подготовка ничем не отличается от всех предыдущих. Он также настроен, также заряжен. Вы знаете Шавката, что в нем эти качества, качество лидера, качество победителя, качество чемпиона все как бы в совокупности есть. Это талант, это дар, это большой опыт. И самое важное – это трудолюбие. В нем эти все качества как бы в совокупности заложены, сложены. Также тренируется 2 раза в день. Он нацелен, очень сосредоточен. Противник непростой. Это, можно так сказать, наверное, самый большой бой в его жизни, самый большой бой в команде Дартим. Мы все сосредоточены, все нацелены, все сконцентрированы. План есть, цель видна, как говорится, и работает 2 раза в день усердно и планомерно подходим к своему бою. Что касается, знали ли мы про этот бой, наверное, подозревали, устная договоренность была уже, просто ждали анонса. Верили, что все-таки, наверное, мы стоим первые в очереди, как бы мы больше заслужили этот титул, этот шанс, эту возможность побороться за пояс чемпиона. На этом у нас все, дорогие наши. Спасибо, что вы с нами. Делитесь с друзьями, комментируйте. И если вы еще не являетесь нашим подписчиком, присоединяйтесь. Увидимся в пятницу. Всем пока!